Сюда. Коллеги, добрый день! Рада всех приветствовать на волнах эфира. И тема сегодняшнего нашего общения – это суммарный учет электронных, сетевых, локальных и удаленных документов в рамках Библиэкспресса «Знания с доставкой на дом», цикл вебинаров «Школа фондовика». С этой темой мы уже выступали и в 2017 и 2018 году. И для тех, кто это слушал, это будет хорошим, наверное, повторением, поэтому это очень нам всем надо, фондовикам. И теперь немножко вернемся к теории и погрузимся в нее. И хочу сказать, что и сегодня электронный документ становится обязательным компонентом библиотеки нового поколения, так как является наиболее перспективным видом развития библиотеки как организации, осуществляющей хранение и передачу информации пользователям. В настоящее время формирование фондов электронных документов входит в постоянную практику работы библиотек. Электронные документы серьезно расширяют информационные возможности библиотек при обслуживании пользователей, и задача библиотекарей в современных условиях – это научиться с ними профессионально работать. Важным процессом оформления библиотечного фонда является его учет, поскольку в ходе его устанавливаются взаимосвязи между документами, необходимые для превращения их в единое целое. Учет электронных документов – это новая область деятельности работников, связанных с комплектованием библиотечного фонда. Пока что она вызывает у всех нас, работников, немало вопросов. И серьезным шагом вперед для библиотек стало принятие документа «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», где впервые четко обозначен статус электронных документов. Документ разработан в целях содействия внедрению порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, утвержденного приказа Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 года за номером 1077, введенного в действие 3 июня 2013 года, взамен инструкции об учете библиотечного фонда 1998 года. Разработчиками этого документа стали специалисты Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки, Президентской библиотеки имени Ельцина с участием центральных библиотек субъектов Российской Федерации. И отдельно надо отметить личный вклад Нины Ивановны Хахалевой, советника генерального директора РГБ. В разработке документа также принимали участие специалисты Национальной библиотеки Республики Карелии, Архангельской областной научной библиотеки имени Добролюбова. И отдельно отмечают участие Анны Викторовны Мельничук, заведующей отделом формирования библиотечно-информационных ресурсов Национальной библиотеки Республики Карелия. Напоминаю еще раз, что в 2012 году Минкультуру России был издан приказ от 8 октября 2012 года за номер 1077 об утверждении порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда. Далее мы будем его называть порядок номер 1077. Вступил в действие 3 июня 2013 года, и он уже редактирован. И приказ Министерства культуры России от 2 февраля 2017 года за номером 115. Там вы увидите, есть очень много добавок. Так, и следующее, что я хочу показать, это шедевр перед вами. Вот этот порядок, а так он выглядит в виде книжки, порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, который впервые ввел правила учета сетевых электронных документов. Правила учета документов, входящих в библиотечный фонд, в том числе электронных документов, распространяются на все библиотеки, в том числе на библиотеки образовательных учреждений. Учет документов библиотечного фонда является основой отчетности и планирования деятельности библиотеки, способствует обеспечению его сохранности. Пункт 1.1 порядка номер 1077.
Учет включает регистрацию поступления документов в библиотечный фонд, их выбытие из фонда, итоговые данные о величине объема всего библиотечного фонда, его подразделов и, конечно же, стоимость. Это пункт 1.2 порядка за номером 1077. И одним из условий достоверности полноты учета библиотечного фонда является единообразие в порядке учета электронных документов. Хочу сказать, если у кого-то нет в виде вот этой книжечки этого порядка, то можно в интернете в свободном доступе набрать название этого документа и можно для себя распечатать. Он там есть в разных вариациях. Следующая форма учетных документов. Учет документов в библиотеке осуществляется в регистрах суммарного и индивидуального учета в традиционном или электронном виде. В порядке учета образцы форм отсутствуют. В порядке учета указаны лишь обязательные реквизиты к каждому документу и предоставляется возможность вариантных решений по созданию их форм. Вот здесь на слайде вы все четко видите. Независимо от вида учетного документа, регистры суммарного учета содержат три взаимосвязанные части: поступление документа в фонд, выбытие документов из фонда и итоги движения библиотечного фонда. Итоговые данные, наконец, отчетного периода. В конце я вам покажу, как это делает наша библиотека. Обобщенные данные отражаются в каждой части регистра суммарного учета. В электронной системе учета эти части интегрируются в учетный единый файл. Это пункт 1.5.2 порядка номер 1077. В порядок учета впервые включены единицы учета сетевых документов. И эта единица, она названа экземпляром, она как условная единица учета, и название. Как один экземпляр и одно название учитывается каждый полнотекстовой электронный документ, имеющий самостоятельное заглавие, включенный в пакет, которому оформлено право доступа у его производителя. В порядок учета впервые включены электронные сетевые документы трех категорий. Я вам сейчас прямо зачитаю, как оно звучит в порядке. Сетевые локальные документы образуют в библиотеках электронную цифровую библиотеку или коллекцию, которые включают преимущественно оцифрованные библиотекой документы, но могут включать и документы в цифровой форме, приобретенные путем покупки или полученные безвозмездно. Документы могут использоваться по информационно-телекоммуникационным сетям как внутри библиотеки, так и в виртуальных читальных залах других учреждений, а также в свободном доступе в интернете. То есть подразумеваются документы, хранящиеся во внутренней сети библиотеки, то есть, собственно, документы, составляющие библиотечный фонд, которым открыт доступ через локальную сеть учреждения. В нашей библиотеке к таким документам относятся годовые комплекты электронных копий печатных периодических изданий РК, которые с 1992 года по сегодняшний день. Ведется многоаспектный учет по количеству названий, комплектов, файлов, страниц. И, конечно же, сюда входят НЭП РК. Инсталлированные документы. Это документы, размещенные на автономных, автоматизированных рабочих станциях библиотеки. Для уточнения понятия инсталлированных документов можно привести в пример базы данных компаний «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и тому подобное. Если такие документы приобретаются библиотекой для совместного использования сотрудниками в служебных целях, для бухгалтера, юриста и так далее, и для обслуживания читателей, они учитываются в составе фонда библиотеки. Специализированные базы данных, приобретенные библиотекой исключительно в служебных целях, например, 1С бухгалтерия, декларация, плюс и так далее, в библиотечный фонд не включается и не подлежат учету.
То есть, по-другому сказать, инсталлированные документы, документы, размещенные на автономных, автоматизированных рабочих станциях библиотеки. И основные поставщики этих ресурсов в нашей библиотеке — это две компании: «Консультант Плюс» и «Гарант». Так как определить единицу учета было достаточно проблематично, после долгих обсуждений с профессиональным сообществом был принят вариант учета по аналогии с удаленными сетевыми ресурсами. Так, и еще зачитаю вам сетевые удаленные документы, к которым библиотека приобретает доступ, могут предоставлять продукцию издателей или агрегаторов, электронные фонды или коллекции других библиотек, электронный фонд президентской библиотеки имени Ельцина, электронная библиотека диссертаций РГБ, электронная библиотека авторефератов диссертаций Российской национальной библиотеки, национальная электронная библиотека. Свободные интернет-ресурсы, отобранные библиотекой и включенные в свои навигационные поисковые системы. Подразумеваются под документами сетевыми удаленными, которые хранятся в сети интернет или другой сети, которая является внешней по отношению к учреждению и не контролируется им. К сетевым документам ограниченного пользования библиотека может получить доступ на основании договора или соглашения с правообладателем. На нашей базе Национальной библиотеки Республики Коми осуществляется доступ к следующим ресурсам удаленного доступа. Как уже я читала ранее, это и НЭБ РФ, и библиотека диссертации РГБ, и электронный фонд президентской библиотеки имени Ельцина. У нас также есть и ФИПС, и Library, и относится также Литрес. Особенности учета сетевых локальных и сетевых удаленных документов. Ведение суммарного и индивидуального учета электронных документов, а также их поступление и выбытие зависят от их вида. Локальными они являются или удаленными. Суммарный учет поступления электронных сетевых локальных документов ведется в электронном реестре с указанием даты загрузки поступлений в систему. Учет поступлений сетевых удаленных документов ведется в электронном реестре с отражением следующих показателей: даты и порядкового номера записи, реквизитов лицензионного договора, названия, номера документа, срока его действия, стоимости и включенных в них названий. Вот такой реестр мы ведем в нашей библиотеке на поступление. Нами разработаны таблицы, сведения из которых впоследствии отражаются в части 3 «Электронные сетевые ресурсы» формы 6НК. Перед вами таблица учета поступлений электронных документов нашей библиотеки. И вот и в шапке таблицы прописаны заголовочные данные, под которые вводятся данные каждого документа. Вы видите номер записи, дата записи, вид доступа инсталлированные, источник поступления, откуда пришло «Консультант Плюс», договор, период доступа, бессрочный он у нас, и название баз данных, комплект специальных выпусков системы «Консультант Плюс» и какое число входит в эту базу данных. Число очень большое. Место предоставления и доступа к базе данных. Так, вы видите, что сюда мы также включаем сетевые удаленные и сетевые локальные, то есть поступление, то есть все, что поступает. Здесь табличка у меня не вошла полностью. Там у нас еще и Litres, и Library, и FIPS. Все вот сюда мы заносим. Вот так табличка у нас выглядит. Далее. Учет выбытия документов из фонда. Из библиотеки электронные документы удаляются следующим образом. Локальные сетевые документы удаляются на основании акта с указанием причины исключения.
Наименование, номер и дата акта вводится как метаинформация к соответствующему документу. На основании введенных сведений программным способом формируется перечень актов о списании, реестр суммарного учета выбытия сетевых локальных документов и перечень списанных объектов электронной библиотеки, реестр индивидуального учета выбытия сетевых локальных документов. Это приказ Минкультуры, то есть это все отмечено в порядке 1077 в редакции от 2017 года. Что касается удаленных сетевых документов, то они специальным документом, актом не оформляются. Подтверждением выбытия будет истечение срока действия документа, оформленного на право доступа к базе данных сетевых документов, договора, лицензионного соглашения, отсутствия договора, контракта, соглашения, оформленного на новый срок. По аналогии списываем инсталлированные документы. Вы видите в нашей табличке, в нашем реестре электронном, что у нас причина исключения, мы в конце пишем окончание договора, завершение договора. То есть в конце года мы автоматом все списываем, а в начале года все ставим на учет. В комиссию по списанию входят только сотрудники с достаточной квалификацией, которые уполномочены принимать решения по изменению состава файлов. Итоги движения фондов подводятся в книге суммарного учета или другом регистре суммарного учета, принятого в библиотеке. На каждую из представленных категорий ведутся отдельные таблицы. Здесь все ясно на презентации у нас показано, движение фонда. Итоговые данные имеют 4 обязательных показателя. Состояла на начало года, поступила за год, выбыла за год, состоит на конец года. Итоговые данные по электронным сетевым документам представляются следующими показателями учетных единиц. Состояла на начало года, оформлена в доступ в течение года, доступ прекращен в течение года, состоит на конец года. Сведения об итоговых данных фиксируются в форме государственной статистической отчетности и представляются для целей государственной статистической отчетности. Так, на слайде вы видите, что на каждый ведется учет, суммарный учет отдельно на инсталлированные документы, ведется учет на суммарный учет на сетевые локальные документы и на сетевые удаленные документы. Все, что я прочитала, здесь у нас показано. Вопросов нет? Олегов, ничего. Так, коллеги, хочу сказать, что проверка наличия документов библиотечного фонда производится в обязательном порядке. Проверка электронных сетевых локальных документов осуществляется по количественным показателям, а также по контрольным суммам, позволяющим выявить изменения в документе. Проверка доступности электронных сетевых удаленных документов осуществляется с адресов входа, указанных в регистре индивидуального учета. Итак, для освежения в памяти хочу вам в редакции порядка номер 1077 прочитать дело производства в организации учета библиотечного фонда. Организация работы с документами по учету библиотечного фонда осуществляется по правилам ведения дела производства. Сроки хранения документов устанавливаются в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 года за номером 558 об утверждении перечня типовых управленческих архивных документов, образующих в процессе деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления и организаций с указанием сроков хранения, зарегистрированным Минюстом Российской Федерации 8 сентября 2010 года. Постоянно до ликвидации библиотеки хранятся регистры индивидуального и суммарного учета документов библиотечного фонда, регистрационные книги, инвентарные книги, книги суммарного учета, учетный каталог, топографические описи и каталоги. В течение 10 лет хранятся акты о списании исключенных объектов библиотечного фонда и акты о приеме передачи списанных объектов библиотечного фонда. В течение 5 лет хранятся первичные учетные документы, подтверждающие поступление документов в библиотечный фонд, накладные акты о приеме, акты сдачи приемки. До окончания очередной проверки фонда хранятся акты о результатах проведения проверки, наличия документов библиотечного фонда. Ну, коллеги, я думаю, что я вам ничего нового, наверное, не сказала. Единственное новое, что хочу сказать, что и обратить ваше внимание на то, что весь учет, который вы ведете, он должен быть утвержден и подписан хотя бы локальным документом. Спасибо за внимание. Будут ли какие-то вопросы? Будем разбираться вместе. Коллеги. Подождать пару минут. Хочу сказать, по индивидуальному учету вы можете звонить сразу коллегам Национальной библиотеки. Это Глазовой Ольге Александровне. Наш телефон 25 54 23, добавочный 548. И Габовой Ксении Ивановне. Общий телефон у нас 25 54 23, добавочный 546. И по суммарному учету, конечно же, мне. Будем разбираться вместе. Конец года наступает у нас. 6НК заполнение. Будет очень горячая пора. Я забыла последний мой телефон и мой на слайде включить. Так, коллеги, это мой контакт. Пишите, звоните, будем вместе решать проблемы. Я понимаю, что разобраться с этим нелегко, если в этом вы еще не были. Если в это погрузиться, то, конечно, разобраться можно. К каким документам, что относится, до сих пор споры, даже в нашей библиотеке. Мы ведем споры. Все, всем спасибо тогда. До свидания, всем хорошего дня.